ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Около 2 недель назад в Ухте началась волна очередного СМС-мошенничества. С неизвестного телефонного номера преступники присылают СМС-сообщения. В них утверждается, что якобы жертве положили на счет определенную сумму денег и просят их вернуть. Чаще всего от подобных сообщений страдают пенсионеры. Мне 2 декабря пришла СМС-ка в 14:00. Поступили деньги, 200 рублей на счет. Гадала. Номер незнакомый. Погадала. Пока я ее гадала, у меня 18:15 вторая смс-ка. Отправили неправильно. Типа, верните мне эти деньги. Ну, я засомневалась, посмотрела на счет. У меня на счету 7 рублей. Благодаря бдительности Анна Александрович смогла сохранить свои деньги. После сообщения от преступников она позвонила своим близким, чтобы предупредить их. Оказалось, что ее дочери тоже приходило подобное сообщение, на которое она не ответила. Однако все же бывают случаи, когда мошенникам верят. Полиция уже неоднократно просила граждан быть более бдительными и осторожными. Я неоднократно уже через средства СМИ и информирование граждан проводилась профилактическая работа, предупреждающая совершение преступлений. То есть гражданам разъяснялся порядок действий при получении СМС-сообщения о том, что либо родственник попал в беду какую-то, нужно перевести деньги, либо просьба просто перевести деньги, сообщение о том, что ошибочно деньги переведены. В таких случаях нужно гражданам обращаться в дежурную часть полиции, УМВД по городу Ухте, сообщать о произошедшем и не переводить деньги. При поимке преступников все деньги вернут пострадавшим гражданам. Таких мошенников регулярно ловят, но зачастую звонки поступают с других регионов, что усложняет их поимку. Помимо этого, преступники меняют сим-карты и сами мобильные устройства, что также затрудняет выявление истины. Поэтому лучшее противодействие мошенникам – это бдительность граждан.